В Ленске завершилась встреча делегации правительства республики, представителей общественности и компаний «Транснефтегаз» и «Сургутнефтегаз». Напомним, точкой преткновения стало ограничение движения на технологических трассах компаний-недропользователей. О том, как удалось достигнуть взаимопонимания, расскажет Сергей Алексеев. Рейс 512 из Якутска приземлился в Ленске около 5 часов вечера. И тут же делегация, возглавляемая заместителем председателя правительства республики Виктором Амуковым, выехала на встречу с общественностью. Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана предотвращать доступ посторонних лиц на этот объект. Правильно. Что и делается организацией. Итак, закон запрещает находиться на вдоль-трассовом проезде посторонним. Получается, недропользователи, разрешая движение на этой дороге, пусть и платное, сознательно нарушают закон. Для чего? Извлекают прибыль? В 2013 году 555 миллионов рублей, затраты на содержание 1 461 миллион. 2014 год. Выручка составила 455 миллионов рублей. Затраты на содержание трассового проезда 1 712 миллионов рублей. В прошлом году прибыль от проезда не покрыла и трети затрат. Однако при соблюдении не столь обременительной формальности вдоль трассы могут проехать все, для кого это необходимо. Тем временем население, подогреваемое интересами предпринимателей, требует беспрепятственный проезд. Проезжаем вдоль магистрального нефтепровода. Зафиксировано 3 случая, когда с огнестрельного оружия повреждались электропривод задвижки. Скажем так, по поводу досмотра транспорта, который мы осуществляем, первая задача, которую мы преследуем, это наличие огнестрельного оружия. Вторая задача – это тоже, к сожалению, провоз спиртных напитков. На нашем магистральном нефтепроводе за 2014 год было совершено по вине нетрезвых водителей 2014 год 20 дорожно-транспортных происшествий. Давление на нефтепроводе достигает до 100 атмосфер. Несчастный случай здесь может обернуться техногенной катастрофой. Поэтому недропользователи ставят первоочередной задачей безопасность. Одновременно с этим Сургутнефтегаз идет навстречу тем предпринимателям, кто зарегистрирован в близлежащих муниципальных образованиях и ведет белый бизнес. Компания составит список таких бизнесменов совместно с администрацией. Всем, кто войдет в такой перечень, будут предоставлены льготы. Определим виды грузов, которые эти предприниматели, я не знаю, продукты питания, товары народного потребления, за исключением спиртных напитков, на это распространяться точно не будет. Одним из итогов встречи стало предложение члена Общественной палаты России Марины Богословской о том, чтобы палата взяла под контроль решение вопросов транспортной доступности населенных пунктов Ленского района. Работу в этом направлении продолжат как на республиканском, так и на федеральном уровне. Что мы можем стать как бы третьей стороной, которая выступит в качестве переговорщика, даст площадку для дискуссии полноценной, конструктивной. Поэтому есть предложение в ближайшие буквально даже дни, технически это возможно, провести обширные такие общественные слушания. Теперь, когда контроль над вопросом о вдоль-трассовом проезде берет на себя Общественная палата республики, население районов, возможно, поймет, что несанкционированные митинги и пикеты не решают проблем. Гораздо эффективнее действовать на платформе законной консолидации. Сергей Алексеев, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха-Ленск».